познакомились с Руфиной на выставке, на ювелирной выставке, потому что работаю в ювелирной компании. Я тогда еще работала в Костроме, в Костромском заводе. Шамиль уже был здесь, в Москве, в Алмаз-холдинге. Более близко стали общаться уже в прошлом году, когда она переехала к нам в Алмаз-холдинг. Когда мы уже поселились в один кабинет, начали заниматься одним делом. Руфину я полюбил за то, что она человек очень позитивный. И в нашей работе это сразу было видно, потому что когда ты с человеком находишься каждый день вместе, ты видишь, какой она человек, да, как она общается, как она ведет себя с людьми, то есть какой она вообще, какой у нее характер. Привлекло его улыбка, его позитивный настрой, его добродушие, его интерес ко всему, то есть интересуется на самом деле всем. И в январе уже в этом году я поехал с моим другом Айратом к ним в гости, к родителям знакомиться. Ну, тут же, конечно, позвонила маме, сказала, говорю, мам, будут в гости. Ну, она, конечно, тоже очень обрадовалась. Но, мне кажется, конечно, она поняла уже то, что едут знакомиться. Познакомившись с родителями, я понял, что мне хотелось бы, да, с ней, так сказать, связать уже наши семейные отношения. И постепенно мы подошли к тому, что в марте месяце мы решили сыграть никах, а в мае уже была свадьба наша. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warning to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, Не знаю, как and there is no one there to dry у your нас все tears. увидели меня, кроме Шамиля. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Пора в ЗАГС. Дорогая моя, наконец-то мы с тобой сможем вместе соединиться. Осталось меньше получаса, да, до нашей росписи, поэтому нам нужно уже выдвигаться, нас ждут в ЗАГСе. И всех вас тоже ждут в ЗАГСе. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить. Является ли ваше желание стать супругами добровольным, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста. Что бы я хотел пожелать нашей семье? Не забывать про то, что у нас соединил Всевышний, всегда благодарить его. Я хочу, чтобы мы в дальнейшем, наша семья была такой же дружной, чтобы мы всегда понимали друг друга. Каждому ощутить вот те чувства, которые ощущаем мы. Постараюсь сделать все возможное, приложить все свои усилия, чтобы семья моя, она чувствовала себя спокойно, и, конечно же, моя супруга, да, она именно чувствовала со мной себя спокойно и, самое главное, комфортно. 26 мая 2012 года в городе Москве ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой.
благодаря московским пробкам, которые вы сами знаете, да, они тяжело что-то планировать. Мы попали в мечеть, мы смогли там помолиться, мы попали в парк, в который мы поехали, в Архангельское. Запомнилось количество гостей, то, что было столько народу. И что самое приятное, именно то, что все, что мы планировали в нашей свадьбе, все получилось. Вообще я хочу сказать, что свадьба я всегда сидел со стороны, как гость, всегда мне было интересно, как это будет, когда я стану, да, главным действующим лицом женихом. И сказать, что это было очень интересно. И я рекомендую всем молодым ребятам, которые еще не женились, рекомендую попробовать. Я думаю, что вам понравится, потому что это на самом деле очень здорово.